Младшую меня сестренку, вещами, которые что-то искали, и на этих вещах спасшего ребенка. Оставили ее. Она у нас была 8-я. Оставили, а всех выгнали из дома. Братья и сестры несли на себя младших. Отец был у меня сильно больной. Он еле держался. Мама несла 2 с собой. Вот этот момент я помню, как выбрасывали. Не досчитали. Сестру не разрешили бежать за младшенькой. Она выбросила себя на ходу с машины, побежала, а уже в доме полностью соседи разбирали наши вещи. Она достала этого ребенка и с нашей собачкой, индусом, бежала, зацепилась за другую машину, совершенно к другим людям, но она доехала до железной дороги, где нас грузили. Нас всех, как щенят, выкинули, взрослых потолкали, и мы остались под деревьями. Я помню, было сильно жарко. Народ бросился к воде, по рыку текла. Вода была похожа на теперешний какао с молоком. Это я помню. Кто сколько пил, я не могу объяснить, но после этого у людей дизентерия, малярия, сыпь на теле, это было. Нас строго-настрого предупредили. Собрали нас возле, там вот сейчас бывшая, сейчас тоже у них там КПП или КПЗ называется, тюрьма. Нас там собрали и сказали, вот вам срок. Если не хотите, чтобы ваших мужчин пересажали, выезжайте. Ночью приехали, вот не помню, куда везли, ночью, и спящих детей, и все, только успели забрать детей. Нас, оказывается, перевезли уже в Тамань. Побросали все то, что нажитое было, засаженные огороды, теплицы, и отдавали за бесценок, чтобы только добраться, доползти до родины. Мы очень послушный, законопослушный народ почему-то. Хотя нас каждого нет без слез сказать, что мы перенесли на себя. Наверное, не встретится в истории человечества о том, что перенес наш народ моего поколения.